Этот магазин специализируется на продаже бытовой и цифровой техники. С ассортиментом все в порядке, а вот с мерами противодействия коронавирусной инфекции очевидные проблемы. Разделительные разметки кое-где да присутствуют, антисептики тоже есть, но, как видно по ценнику, исключительно для продажи. За масками покупатели потянулись с появлением телекамеры. Есть ли у вас антисептики? Антисептики, да, вот стоит. Которые вы сейчас положили, да, поставили? Нет, вот он. Да, были? стоял. Вот Так, он всегда обслуживание у вас идет без масок, да? То есть вы обслуживаете людей без масок? стоит. Нет, мы сюда в масках все стараемся ходить в масках. Угу. Просто никого из посетителей в масках не видим и обслуживают у вас без масок. И журналы нам посмотреть нужно. Администратор магазина заверил сотрудников Роспотребнадзора, к соблюдению масочного режима покупателей призывают, но мало кто прислушивается. Что делать в таком случае? При входе в помещение необходимо обязательно установить как мини-объявление, что у них соблюдается строгий масочный режим, и без масок они не обслуживают. И также на кассе тоже вывеску сделать о том, что они не обслуживают без масок, и, соответственно, уже по факту не обслуживать. Такие меры они могут принимать. Сотрудников Роспотребнадзора сначала порадовало наличие журнала уборки и дезинфекции помещений, пока не нашли несостыковку. При проведении текущих генеральных уборок необходимо фиксировать, каким раствором, какой процент раствора используется для проведения уборок и кратность проведения уборок. Это вы сегодня наперед расписали? Но мы расписываем. А наперед нельзя расписывать, только по факту. Ни в коем случае. Тут просто на подпись так поставить и все. То есть это получится. Но это неправильно. Проверяющие фиксируют и это нарушение. Далее направляемся к рециркулятору. Очистку воздуха нужно проводить как минимум 2 раза в день. Торговый зал, помещение посещает большое количество людей в течение дня. У нас могут быть разный контингент людей, поэтому обеззараживание воздуха проводить необходимо. Это одно из требований санитарных норм и правил. Сотрудник Роспотребнадзора фиксирует все нарушения и оставляет извещение о привлечении к административной ответственности руководства торгового центра. Администратор, в свою очередь, обязался устранить недочеты в самое ближайшее время. Не задерживаясь, направляемся в другой магазин. На первый взгляд противоковидные меры здесь соблюдают. Перчатки, дезсредства, все на месте. Измеряем температуру, проходим дальше в зал. Так, а есть у вас журналы проведения текущих генеральных уборок? Тут фиксируете ваши все? Касательно уборок, журналы таковые не ведутся. Есть журналы, которые записывают температуру сотрудников, каждый день приходят специальность Кейла с измерителем УЗИ, когда приходят и когда уходят. А обеззараживание воздуха проводите рециркуляторами? Рециркуляторы есть. Администратор этого магазина поделился с ревизорами. Маски надевать отказываются и здесь. Зачастую посетители апеллируют тем, что уже вакцинировались. Если даже посетители прошли вакцинацию и представляют QR-код, маску необходимо носить. Это обязательное требование в любом случае. Сейчас у нас вступил в силу указ главы от 29 октября. Объекты общественного питания посещают только при наличии QR-кодов, но тем не менее эти же ограничения на них распространяются, то есть они должны носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Этого никто не отменял. Оказалось, здесь и вовсе нет журнала записей уборки помещений. Это грубое нарушение. Руководству магазина также выписали извещение и уведомили явиться в Роспотребнадзор для дальнейшего разбирательства. Тем не менее, как признается Карина Ганиева, по сравнению с более ранним периодом, предприниматели стали дисциплинированнее. В большинстве своем противоэпидемиологические меры соблюдают. По итогам наших рейдовых мероприятий есть изменения. То есть именно индивидуальные предприниматели более серьезно начали относиться к требованиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Как мы сегодня с вами видели, в торговом зале устанавливают рециркуляторы для проведения обеззараживания воздуха. В каких-то торговых объектах, где мы побывали, были закуплены большой запас дезсредств. Рейдовое мероприятие проводится ежедневно в соответствии с указом главы региона Махмуда Али Калиматова о продлении ограничительных мер до 1 декабря. Речь идет о дополнительных противоэпидемиологических мерах. До 1 декабря продлили запрет на проведение массовых мероприятий. Дополнительно введен запрет работ торгово-развлекательных центров, детских
до 1 декабря. Также работа точек общественного питания запрещена с 22:00 до 6 часов. Запрет парковых зон детских, запрет с 22:00 до 6. По точкам общественного питания наполняемость не более 50% от общего количества посадочных мест. Ограничительные мероприятия также коснулись проведения свадебных мероприятий. То есть при проведении каких-то свадебных мероприятий необходимо соблюдать норму площади на одного посетителя, то есть на одного посетителя не менее 4 квадратных метров. Рейдовое мероприятие охватило с десяток торговых точек и павильонов, магазинов и детских развлекательных центров. И так ежедневно к нарушителям будут применены самые строгие меры, вплоть до лишения права на ведение предпринимательской деятельности. Адам Мережков, Асхаб Белакиев. Новости 24.